Добрый день. Разрешите мне сказать следующее. Конечно, мы все сейчас уже не первый раз, вот уже, честно говоря, обсуждаем и послание, и поправки. И завтра будет Общероссийский народ именно в этом зале в 17:00 совместно с Конституционным судом и с юристами, с нашими общественниками опять обсуждать. И уже конкретные предложения будем вносить, будет конкретика. А сейчас я хочу сказать следующее, что вот все такое, конечно, одобрение и одушевление, это хорошо. Но ведь вот хорошие слова, как мы будем это реализовывать? Потому что как бы не получилось так, как кто-то, не я сказал, вы знаете кто, хотели как всегда лучше, а получилось как всегда. То есть я что имею в виду? То даже там, где у нас выделяются деньги, это вам как депутат, как заместитель председателя комитета семьи и детства, я вам подтверждаю, что там, где даже выделяются деньги, мы их не осваиваем. Или осваиваем не так качественно, как хотелось бы. Вот на эти моменты общественный контроль, а тут только может быть эффективен только общественный контроль, потому что, как могут у себя госструктуры сами себя по большому счету контролировать, да, и бить по руке, и бить все по попе, да, а ну-ка больше так не делать. Но если по-серьезному, то действительно этот вопрос очень важный, потому что когда мы кричали и говорили, что надо на детей, на семью, на многодетных, на поддержку инфраструктуры в бюджете заложить деньги обязательно, наши же коллеги, депутаты с нами спорили, там обсуждали и доказывали, что нет, это не супер важно. Хотя мы знали, что уже через Общероссийский народный фронт будет заявление президента, в какой степени оно будет, в какой форме, мы не знали, естественно. Но то, что направлено будет на поддержку многодетной семьи, на социальные проблемы обращения, мы это знали, об этом говорили и просили заложить эти деньги. Максимум, что мы добились, конечно, это только что госсобрание протокольно, правда, ввели вопрос, что первые же поступающие деньги федеральные будут направлены на социальную поддержку многодетных и сирот. Вот что не было сделано, что нам мешало это сделать сразу? Вот мы сейчас воодушевленно, вот сейчас все одобрят, все депутаты, туманцы, все. Вот. Ну мы же об этом кричали, Народный фронт. Прям кричали, ругался я там со своими коллегами. Но ладно, как бы то ни было, лучше поздно, чем никогда. И сейчас еще раз повторяю, что это важно, как мы это будем делать все вместе. Наша задача, мы должны сейчас больше говорить не одобрямс, а механизмы контроля. Что мы можем сделать? Вот свою лепту, какую мы можем нести? Или просто, говорится, мы будем так собираться и говорить, а мы вот везде хорошо, мы 33 раза обсудили, а мы 44 раза и так далее. Вот. Вопрос в этом. Второе, конечно же, вытекающее из послания, это и сейчас поправки Конституции, они направлены на социальные вопросы, на реформирование органов власти публичной, да, все понятно. Но мы должны всем говорить, а то мне сейчас и перед этим мой хороший знакомый задал вопрос, как там новая Конституция. Это не новая Конституция, мне могут поправить, им подтвердят, это поправки Конституции, это очень разные вещи, потому что если бы вся Конституция менялась, то есть основные основополагающие статьи, это был бы у нас уже референдум, это обязанность провести референдум. Поэтому давайте всем разъяснять вот такие вещи базовые, что это не новая Конституция, что это поправки. Именно мы должны вносить свои предложения в рамках этих поправок, что предложено. То есть, и я вот вчера встречался, и знаю, что профсоюзы хорошие там очень заметили, замечания делают по сути очень верное. Вот, завтра мы это услышим, надеюсь. Ну и хочу пожелать, еще раз говорю, совместной работы. А почему в рамках? А? Кто сказал в рамках? Вот я думаю, что выступит Конституционный суд. Я не правовед, не юрист, кто сказал, как сказал. Вот, потому что к нам пошли люди, начали предложение вообще как новую конституцию, новые статьи, а давайте введем новую статью, давайте формулировку изменим какой-то другой статьи и так далее, и так далее. Я проконсультировался, мне сказали, то предложение президента, именно президента, поддержанной Госдумой, единогласно. Вот именно эти пункты, эти статьи. То есть мы ссылаемся, как есть все публично напечатано.
Вот, поэтому давайте я сейчас о другом все-таки. Все-таки я, Светлана, обращаю внимание, что на совместную работу, вот именно на работу контроля. Потому что надо не просто говорить о том, что а вот не освоили, а вот плохо сделали, а вот здание разрушается и так далее, и так далее. Нужно все-таки добиваться персональной ответственности, возбуждать уголовные дела, и тогда это будет, мы видно, что общественность работает. Когда общественная палата будет говорить, мы посадили столько-то чиновников, вернули государству столько-то денег, но не мы посадили, а обратились в прокуратуру. Народный фронт, начало. ну, Народный Вообще, фронт уже жизнеутверждающее. освободил и главу одного, и возбудил уголовные дела, и 6 мы выиграли в этом. Поэтому очень важна совместная работа вот именно в таком плане. Ну, и это мое предложение. Я думаю, что эффективность она должна быть видна на деле.